Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Будем знакомы». Сегодняшний наш гость человек, которого знают мусульмане Дагестана, человек, с которым хотят познакомиться мусульмане Дагестана, и чье мнение и слово достаточно авторитетно для мусульман Дагестана. Скажу еще одну вещь. Досточтимый шейх Саид Афанди Кудиссиру сказал, что нам вот в период после Советского Союза дали возможность спокойно исповедовать свою религию. Так вот, в доме этого человека то, что касается поклонения и соблюдения предписаний ислама, вот что в то время, что после того, как разрешили исповедовать ислам, ничего бы не поменялось. То есть ислам в его доме был всегда. И наш сегодняшний гость – это Хас Мухаммад Хаджи Абу Бакаров. И мы его приглашаем в суд. Хас Мухаммад Хаджи, ассаламу алейкум рахматуллах. Еще раз хочу вам сказать и в первую очередь выразить благодарность за то, что вы нашли время и уделили внимание нам и нашим телезрителям. Мы будем сейчас с вами знакомиться. То есть каждый человек, который сейчас сидит возле экранов телевизора, он такой будет маленький, такой, скажем так, кухонный разговор. Мы будем общаться с вами, узнавать, что было бы интересно каждому из нас. Прежде чем мы начнем, у нас есть такая традиция. Человек, который приглашен, он дает краткую автобиографическую справку. Кто он, откуда, когда родился, сколько лет, где, как учился, коротко, а потом мы уже подробно разбираем по пунктам. Итак, вам слово. Краткая автобиографическая справка. Вассалату вассаламу аля расулихи сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва ризвануху ва гуфрануху ва икрамуху. Родился в Гумбайтовском районе, в селении Целители в 1930 году. В 7-летнем возрасте поступил в школу, окончил 4-классную. Далее, потом, после смерти своей матери, продолжать учебу не было возможности. Нас только было двое, я и покойный мой старший брат Абдул-Вадуд и отец. Отец у меня был там настолько отрешенным от всех мирских дел, что всю жизнь, можно сказать, у него в основном сутка, значит, у него повернувший в сторону кибля и богослужения или в науке. И даже говорят, что в нашем селении нет человека, который увидел его лежащего в Баку. Только, я сам тоже не помню, только к смерти, когда он только тогда лег на Баку, он все время или здесь там, или ибадат, или чтение Корана, или чтение Далайлу Хайрата, или там, скажем, науку, значит, там здесь подушка, здесь книга, иногда вот так, прислонившись к этому подушке, значит, вот так, у него маленький такой 50-минутный такие отдыхи бывали. Но, правда, после обеденной молитвы иногда у него была привычка дремать. Он дремал. Только вот это у него суточный сон. Но говорят, что у Наполеона тоже был 15 минут вроде сна. Он тоже на походах, оказывается, дремал. Вот так у отца тоже, значит, даже там люди говорили, что даже его супруга, жена, моя мать, даже не увидела его так лежачего там в постели. Раз, значит, у него такой режим, и он, конечно, дал нам воспитание более такой продуктивное, строгое такое, малейшее, значит, отклонение от человеческой нормы, он этого не терпел. Он всегда требовал от нас, чтобы мы были мирными, спокойными, полезными для окружающих. Если даже он услышал от кого-то, что с кем-то я дрался, и первым я нанес удар, это я получил за это наказание от отца. Почему ты первым ударил? Это до того запрещал даже мокрым пальцем трогать человека первым. А если тот позволяет, тогда отвечать, тогда мне особого наказания я не получал. Значит, во 2 классе, когда я учился, значит, умерла мать, а в 13-летнем возрасте умер и отец. Но после этого я поступил
немножко там чабановал, маленьким таким еще, юношеском таком, отроческом возрасте. Ну, там чабановал всего 9-10 месяцев, а потом поступил в 5 класс в районе. Ну, в районе, поскольку, значит, мне придется сейчас вроде правильно все это рассказать, хотя туда, когда я поступил в 5 класс, я даже не знал, что такое субъект, объект, предложение даже написать на этом самом. Вообще школьный мир полностью из моей памяти уже вышло. Ничего не помню, ничего не вспомнил. Но такое устное, такая математические такие сложения, вычитания и так далее, или эти вещи очень хорошо. Я даже удивлял людей. Буквально, как только он говорит, 816 умножение, сколько это, тут же я отвечал. И они все-таки приняли. Но те, которые меня проверяли, они сказали ректору, директору, из школьного мира, говорит, он ничего не помнит. Вряд ли он даже учился ли в школе, вообще не знаем. Но удивительно, говорит, это устная математика. Удивляли это уроды. Потом я говорю этому директору, говорю, Сахратулла у нас такой был, Сахрат Калимович, я говорю, это я по-аварски выразил, я их учи, говорю, Сахрат Калим. А он на это сильно реагировал, отрицательно реагировал. Я не друг твой. Так он выразился. Ты, говори, меня все-таки, дай мне войти в класс, если в течение 1 месяца я кого-либо оставлю впереди себя, тогда вы можете меня защитить, и тогда вы выбросите из класса и так далее. И Аллах Та'ала меня помог. Заявка. И действительно, через месяц, можно сказать, в классе даже действительно так и получилось, не было. Значит, я стал почти круглым отличником, только по математике. Там был еще Хан Мухаммад, который получил только меня 4, а там всем остальным предметам я получил, значит, 5. И так, значит, окончил. Потом на походные это самое. Потом поступил в медицинский техникум, тоже без приемных экзаменов, тоже на красный диплом. Отсюда в мединститут тоже красный диплом. И таким образом, а дальше, значит, в институте, когда учился, и одновременно работал, потому что у меня не было кому-либо, чтобы мне помог, не было у меня человека. И вот после института, значит, аспирантуру, заочную аспирантуру, ну, тоже почти, можно сказать, учебные годы, студенческие годы у меня для кандидатской работы материал был больше, чем даже. Даже профессор сказал, 2 слова добавишь, докторская работа будет. Хас Мухаммад Хаджи, вы сказали, что вы остались... У меня был вопрос как бы о том, что в религиозной ли семье вы родились. Понятно, что вы очень религиозной семье родились. Но вот 30-го года рождения, и вы говорите, что отец был настолько глубоко верующим, а вот репрессии 37-го года, потом 40-й год, война, более того, вы уже без матери. Как вообще миновало это вот отца, как это прошло? Или его оставили из-за того, что у него сироты были? И как вы вообще жили, учитывая то, что это очень тяжелый период? Расскажите вот этот период, пожалуйста. В 1937 году закрыли там мечети. Тот день, когда закрыли мечеть, я помню, мой отец впереди, а за мной его сельский джамаат с опущенными такими головами, в таком состоянии, в депрессивном таком состоянии, приближается, переходит в наш дом. И мы дома у себя открыли вроде Рузман, и это все там делали. Опять-таки появился страх, что в районе, говорит, вроде это, наверное, знают, там, наверное, какой-то день нас застанут на месте. Тогда, поскольку на меня фарз не было и так далее, я в 6-7-летнем возрасте, я там на крыше, значит, караулил, из района кто-либо верхом приезжает и так далее, если такое, значит, туда сообщит. А как только хутма заканчивается, тогда уже в молитву идти, только тогда я спускался туда, вниз. И это тоже было совсем недостаточно надежно. Потом у нас был длинный сарай, куда можно было помещать более 1000 мелкогурокатного скота.
Тот конец этого сарая открывался другой квартал. Мы отсюда такое, значит, место так, примерно 3-4 метра длины ширины уже развалили мы там, чтобы люди, если вдруг с той стороны, с восточной стороны эти будут нас поймать, внутри заперта дверь, люди могли бы выходить через сарай в другой конец. И никто бы не знал, и никому мы об этом не говорили. Это только я, мой брат и отец. Больше никто, ни один сосед даже не знал, что это так у нас сохранено. Вот таким образом. Но отец говорил, что месяца 2, говорит, ежедневно меня пригласили в район. И задавали одни и те же вопросы. Науку изучал. Людей в ислам пригласил. Хутмана поднялся. Азан произносил. Людей... А почему, говорит, я отвечал, ничего не отрицал? Потому что я заранее убежден был в том, все там уже его личность была изучена. Поэтому, поскольку, говорит, они и так знают, зачем им, мол, неправду сказать, и таким образом, и он и там только кроме правды ничего не сказал. На всякий случай дергали, короче. Я думал, говорит, все время думал, хотя бы скорее сделали со мной то, что они хотят. 2 месяца, и каждый день один и тот же вопрос. Одни и те же интересы. Вот таким образом, он, правда, ни одной такой молитвы тоже не оставлял. И Рузман это тоже не оставлял. И так у нас эта традиция это продолжалась до открытия, до настоящих открытий мечетей. У нас дома. Потом даже, я помню, однажды сказал, давайте, говорит, поскольку мои дети, говорит, маленькие, отец там джамаату говорит, давайте, говорит, поскольку мои дети, говорит, тоже маленькие, они не успеют, говорит, сразу, когда придут, каждый из вас прихожан, говорит, приходите с таким, как будто пояс, говорит, это, вот такой вроде молитвенный пояс, говорит, они вроде так привяжите сверху халат, и таким образом, если только там стучит кто-то, и тут же каждый, говорит, на себя это, и потом, говорит, как будто мы какие-то любовные темы, говорит, о чем-то, каком-то молодости, говорит и так далее. Вот помните, мол, Абу Бакр, молодости, как вы какую-то песню спели, или какие такие... Отец строгим человеком был? Строгий был. Я слышал, не знаю, это с вами связано было или с кем, когда отец услышал, что то ли вы, то ли кто-то намаз не совершил, он аж топор кинул там. Не только не кинул, это было такое. Но отец настолько был строгий в нашем селении, шапку ни один человек не позволил носить при его жизни. Потом, когда они увидят там молодежь, скажем, там 100-200 там молодежь, Абу Бакр идет. Вот так стучит, и все они сильно стояли. Но чувствовалось, что ему голос на кого-то поднять, не переходил. Это один взгляд, его такой строгий взгляд, это достаточно было любому, и малым, и великим, и так далее. Молодежь была достаточно. Вот какие у вас самые яркие воспоминания детства? А это то, что вы говорите, но что кинжала, это мы на этих санах там возили сену, колхозную сену. У нас было 6 быков, 2 быка отца и 2 каждого из наших и так далее. Однажды мы там играли в мяч и забыли, что это пятница. Забыли пятницу, потом вдруг вспомнили, а потом настолько ускоренно, в общем, приближались там селение, я уже вижу, джамаат из нашего дома идут. Уже выходит, джамаат выходит. Потом мне покойный Абдулла говорит, Хас Мухаммад, ты себе вообще старшего брата иметь хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Ты же знаешь, что если сегодня я уже дошел до совершеннолетия, мукаллифом стал, я обязан, говорит, значит, ты же знаешь, что меня, значит, отец сегодня убьет? Я говорю, ну как это, он не убьет. Нет, говорит, ты давай подумай, он мне, говорит, не верит, говорит, а тебе верит. Потому что были случаи, когда он где-то, говорит, совершил молитву в школе и так далее. Иногда получилось, что Абдулладуд не молился, куда-то не зашел. А у меня такого не было, чтобы я где-то не молился и сказал, что я молился. Такого у меня не было. И поэтому, когда там где-то правду, он у меня спрашивал. Ты, говорит, скажи, что, мол, какую-нибудь причину придумай, чтобы отец, говорит, все-таки меня не убил. И вот, а потом я начинаю сочинить. Ассаламу алейкум, отец. Ну, ва алейкум салам, говорит, и спокойно он поднимается.
как было нам очень сегодня тяжело. Вот когда Сана, которые таскали эти волы, эти быки и так далее, одна половина оказалась там, в таком опасном месте. И хорошо, что я успел, говорить, своим этим большим таким кинжалом, там, прирезать это самое, то, что это, вот то, что здесь имеется, вот, прикрепляющие такие веревки. Иначе бы мы колхозника, быка остановить приходилось и так далее. Глубоким вдохом поднялся, и когда поднялся, чем сегодня, чем в Яум-аль-Киямат на Махшаре Аллаху Та'ала ответит за сегодняшнюю пропущенную вашу молитву, я бы 72 быка было тогда в колхозе имени Ленина. Всех этих 70 быков колхозов, говорю, восстанавливал. Это намного было бы мне легче, чем отвечать на ваш намаз там Яум-аль-Киямат. И потом он взял отсюда, у него с белыми этими ручками был кинжал, постепенно так подошел, назад подошел, вот так подошел, а потом Аллах твой Аллах! И вот замахнул на Абдулла Дуда. А у него в руках была та самая гравий. А кинжал ударился на это самое, на ручку, а Абдулла Дуд выскочил из дома, а потом отец остался в таком состоянии, и кинжал здесь. Теперь я с той стороны. Я вообще не совсем удачно мог убегать. Абдулла хорошо убегал, а я не мог убегать. Отец меня за просто поймал. Потом долго он стоит, я теперь думаю, вот конец жизни. Это думаю. Повернулся, тебя оставлю. О, уже. Тебя оставлю. Будем жить. Через 2 года, это 13-летний возраст, через 2 года точно Абдулла Дуду такой хукм у тебя. Потом Абдулла Дуд исчез. Приближается перед закатным время перед закатного намаза. Теперь говорит Хас Мухаммад, он с таким подавленным в таком состоянии. Давай, говорит, может быть, Аллах Та'ала, поскольку это сознательно сделано, не было пропущено, может быть, простит Аллах Та'ала, ты, говорит, все-таки, давай, Абдулла, а то, говорит, у него даже перед намаз тоже он пропустит. Потом ищу я Абдулла Дуда. О, Абдулла Дуд, кричу, везде, нигде не отвечу. Потом где-то там сцене, у своего дяди в сцене, там в Хилеве, какой-то такой шорох я слышал. Потом подошел Абдулла Дуд. Отец обещал вот так-то, так-то, так-то. Но потом он дал о себе знать. Потом я говорю, давай, Абдулла Дуд, все-таки отец приглашает, он обещал что-нибудь. Нет, говорит, ты что? Он вообще, нет, что, откуда, говорит, он оставит меня и так далее. Это, говорит, не мог. Я говорю, а ты когда-нибудь слышал, что отец правду говорил? Все село, все жители села верят твоим словам нашего отца, а ты один сын не веришь. Как это так? И я все-таки сумел его агитировать. Пригласил туда. Но эти дни, конечно, были в таком положении, что такого траура, наверное, я не помню. Больше вы никогда не забывали, наверное, на Джума, да? Откуда? Конечно. Такого траурного дня в жизни не испытали. Вот выбор профессии медицина, он с чем был связан? Из-за того, что ильму не получалось изучать и медицина? Это было связано с тем, что хотя человек что-то в жизни должен делать для своего существования. Думаю, медицина – это все-таки наука, телесная наука. У имама Шафиа, нашего мазхаба, значит, Шафиа, есть такие слова. Аль-ильму ильмани, ильму абдани, ва ильму адьяни. Вообще, всего существует фактически необходимые науки, 2 науки. Это наука религии и наука медицина. И поскольку медицина тоже является как наука, значит, а все остальные науки, они хорошо, что имеют, но однако из-за того, что там агрономами не были, у нас садоводство не было, что ли, или там виноградаров, если их не было, винограда, что ли, у нас в Дагестане не было, или ветеринарных врачей не было, овцеводства, что ли, у нас не было, коневодства, что ли, не было, животноводства, что ли, не было. Так что все эти науки лучше иметь, но однако без них можно обходиться. Но без науки религии, без науки медицины,
не обходится общество. Поэтому я считал нужным пойти, потому что я знаю, внедрение радости в сердце мусульманина, это занимает второе место после совершения обязательной молитвы. Как только из обязательной молитвы «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» на левую сторону передал, второе место занимает оказание помощи, внедрение радости в сердце мумина. Поэтому медицина – это действительно наука, за что получает человек большое вознаграждение. С чем связан выбор именно специализации психология или психиатрия, как она правильно называется? Работая, значит, там у нас преподавала еще в техникуме Айшат Ахмедовна, такая была, значит, профессор. Она в техникуме тоже, она меня узнала. Как только когда я занимался по, значит, науке, там, институте, она увидела меня в саду, в центральном саду. «Абу-Бакару!» – кричит она. Он пригласил, я подошел, бегом подошел к ней. «Давай-ка я тебя на работу устрою». И она пригласила туда к себе, тогда диспансер был, психологический диспансер был. И так сразу она сама просила, чтобы я работал там. И вот, работая там, значит, мне приходилось, значит, а профессор Глазов предложил такую работу. Это действительно, я понимал, в Советском Союзе такой работы вообще не было. Особенно, вот, например, биохимические, цитохимические работы это не было. Более 50 лет это во всем мире работали, но все-таки результата такого не было. Когда он стал цитохимией, внутриклеточный метаболизм, когда стал изучать, это стала, значит, новая наука. И вот я 2 часа, 3 часа ночью встал, ходил в лабораторию. После лекции, после института занятий тоже ходил в лабораторию. Таким образом, но спать, конечно, 2-3 часа вот так было, времени так очень не хватало. Но все-таки зато... В студенчестве? Да, в студенчестве. 2-3 часа? Да. Студенчество – это 20-21 год, это как раз расцвет. Я знаю, что для вас в свое время было большой проблемой жениться. Вы реально, очень сомневались вообще, жениться ли. Вот этот вопрос, пожалуйста, расскажите, почему? Сомневался, потому что я слышал, что наступит времена, наступит время, там, где иметь наследство, это неодобряющее. Такое время наступит. Вот боясь от этих слов, я долго думал, жениться или не жениться. Давай посвятим целиком науке и так далее. Но, наконец, все-таки я с этим вопросом, у нас был очень выдающийся, можно сказать, в Дагестане, алим был, Сулайман Дибиль, раза 3-4 к нему поехал. Я говорю, что вы... Я задал такие вопросы наиболее таким умным людям, на Гутягане и так далее. То, что ты совершил в жизни, за что ты переживаешь сейчас, и то, что не успел совершить в жизни, за что тоже переживать. Расскажи мне и то, и другое. Я такими вопросами всегда обращался. И куда бы я в Гудикан не пошел, среди умных таких людей, у нас там люди, очень умные люди там на Гудиканах сидят. И вот у Сулаймана Дибиля тоже я спрашивал. Он все-таки мне не сказал, что женился и за это, мол, переживаю. Он это не сказал. Значит, раз так, значит, надо на мне тоже жениться. Значит, женился. Притом женился, значит, конечно, это же большой выбор. Там искал и по наследству, и вообще по генетической связи и так далее. Все-таки тогда это передача наследственных признаков, потомства и так далее. Об этом наука же там была. И вот, значит, искал и нашел. Вы, короче, и религию, и медицину вместе связывали тоже. Ну, получилось, конечно. Значит, а для чего науку изучать? Ну да, конечно, согласен. И таким образом, мне переходилось по генетически, у нее иман, оказывается, даже лучше, чем мой, более крепкий, чем мой. Значит, и таким образом, для воспитания своих детей у нее труд намного больше, чем мой. Так что, мне кажется, мои дети себя... Может быть, помнит, может быть, даже не помнит. Такое время, когда они не знали писать по-арабски. Они просто
Вот когда я читаю, скажем, переходит, вот где вот написано Аллах, вот вот здесь написано, а ну-ка найди, где еще где, в каком месте такой же есть. Значит, вот здесь тоже есть, вот тоже Аллах, Аллах. Значит, сколько букв туда начинает и так далее. Таким образом, они прямо сами вот так пошли. В этом заслуга большая супруги тоже. Очень большая, колоссальная заслуга ее. Рахмаллах Саид Мухаммад, он же 5 лет не исполнился ему. Тогда, когда я был главврачом республиканской психоневрологической больницы на станции Береке, там у нас горячая вода была между школой и между больницей. И вот когда дочка ходила туда в 1 класс, его не с кем было оставить. Жена тоже медсестрой там в больнице, значит, я тоже на работе и так далее. Очень было опасно. Если вдруг он падает, уже все. И вот я просил разрешения у этих преподавателей, и туда ему тоже разрешили. Просто там сзади сидеть, в классе сидеть, лишь просто сидеть. А результат получился так, что если Хадиджа занималась там, тоже вроде отлично и так далее, а Саид Мухаммад еще лучше освоил. А потом, когда переселились сюда, думаю, наверное, это закон же не разрешает. 5-летний год не разрешает. А через месяца примерно уже я получаю фотографии из школы Аль-Берекента. Наша дирекция гордится тем, что, значит, рад тем, что ваши дети и так далее. И мне такие портреты переносят, их дирекция организовала портреты и переносит мне. И Саид Мухаммад тоже так остался. И таким образом он пошел в институт, не исполнил 15 лет. Хорошо, давайте теперь, вот сейчас уже можно перейти к вашей кандидатской. Я знаю, что кандидатской, вообще кандидатскую писать, у вас уже дети были. Дети были, да. Более того, кандидатскую писать или не писать, я знаю, что вы советовались с устазом, по-моему, Мухаммад Арифом Кудис-Сиру. И более того, он посоветовал вам. Абдулхамид Афанди Кудис-Сиру, он одобрил, и вообще мне говорили еще, Рисак Удил тоже сказал, но как мне быть и так далее в жизни, и так далее, чем мы оставшийся час жизни, чему посвятить, когда такие вопросы задавал, он предпочтение давал науке. А потом сказал, среди своих сверстников не надо быть в таком положении, что ты где-то на хвосте. Какой-то такой короткое такое одно слово у него было. Чтобы я все-таки на основании этого слова вошел в науку, и, в общем, чтобы я был рядом с такими, среди которых, чтобы я не был среди остающих. И вообще мусульманин не имеет права таким быть. Мусульманин должен находиться в любом коллективе, инакомыслящих, иновациях и так далее, на голову выше он должен быть. Он лучше, чем другие, должен знать. Он лучше, чем другие, должен вести себя. Он, значит, в нем должен ни в чем не сомневаться, окружающие и так далее. Хоть наши и другие, хоть друзья, враги и так далее. Вот таким образом мусульманин обязан, чтобы он был в центре внимания по полезным вопросам. Это обязанность мусульманина. Поэтому я тоже не имел права отставать от других. Вот теперь расскажите, что кандидатская, я так понимаю, что кандидатскую можно было в разных местах защищать, вам именно направили вас, конкретно вас направил, по-моему. В то время, если я попытался бы в Махачкале или в Северном Кавказе, это у меня был бы крах, потому что КГБ каждый мой шаг изучал. Поэтому меня Мухаммад Ариф, это сын Хасан Устаза, это выдающийся человек, подобного человека во время вообще в мире не было. Даже там Макка, Мадине там сказали, у нас тоже, говорит, есть такой человек Абдуллах, большой вали, но он и то, говорит, под влиянием, духовным влиянием нашего Мухаммада Арифа. И он сказал мне, тебе, говорит, лучше, говорит, поехать в Москву на защиту, поехать в Москву. А потом каким-то образом оказался в кармане, но в те время это большие деньги были, по 5 рублей 20 штук. 100 рублей получилось это в кармане. Это 100 рублей для меня вот так, а не вот так достаточно. И вот поехал в Москву. Он дал, да? Да, он дал, он сам. Он сам дал, поехал в Москву, а потом в Москве, идя по значит там же пешком и так много ходить переходить. Я говорю, эй, Москва,
московские улицы, если у вас сегодня такого, подобного меня, мол, такого гостя, спрашиваю, у Москвы спрашиваю, у улицы спрашиваю, а вы знаете, какой гость сегодня у вас? Какой гость ходит по улицам, московским улицам? Гость, которого провожал, говорю, Мухаммад Ариф. Сам с собой разговариваю. Москва что-нибудь отвечала? И таким образом, но когда туда поехал, в самолете меня поймали, молящегося поймали. И вот я в жизни не помню после иконы Абдурахмана Османова, значит, такого высокого великана не помню. Даже в самолете ему приходилось вот опустил голову ходить. Тот высокий человек. Зашел туда, заднюю часть там, где, значит, там хвосту я молился. Вот, кто сюда тебе разрешил и так далее, он начал дергать меня. Но я, поскольку молодости, значит, на ковре тренированный человек, он меня так поднять не смог, а так согнуть он никак не смог. Потому что я против действия оказал, сопротивление. Потом я увидел, что он мне не покой не даст. У меня вдруг появилась мысль, давай я прыгаю сейчас, выколу ему оба глаза, и меня никто не увидит потом, и он не скажет, что среди этих пассажиров меня тоже не различит. И я спокойно, мол, зайду в зал. Так и мысли. Представьте себе. И когда вот собаку увидели, которая боится от кошки, вот так подходит, и потом место не находит себе. Дрожал этот человек. Как только эти мысли у меня появились, дрожал. А я молился, скажем, шарф, и так, значит, и платок тоже там для сужда и так далее. И в это время, значит, если вдруг он отсюда меня молишь, вот отсюда сорвет, ну как можно терпеть это? Это же ни один человек это не терпит. И потом как только мысль появилась, он отошел от меня, у двери стоял, а я теперь нарочно, нахально затягивал. Спокойно, со всеми, значит, и сужда, и рукой, и так далее. В дальнейшем эти таспихи, далили, и так далее, все очень полноценно. Намаз, короче, в общем, в любом случае вы сделали намаз. Я поймал, теперь уже все. Я начинаю основательно и обеденный, и после обеденный объединяя. Потому что в Москве, когда самолет прилетает, уже там время для обеденной, для предзакатной молитвы время проходит. И поэтому у меня оба намаза получается уже незавершенными. И вот, значит, после того, как уже закончил, спокойно, это самое тоже, значит, одевался, вышел в зал. Кто тебе разрешил сюда зайти? Это было время, когда из Советского Союза в Японию один человек гнал этот самолет. Угнал, под пистолетом держал этого летчика. Это было очень политически напряженное время в Советском Союзе. Видимо, тот тоже в начале войны во мне тоже сомневался. И вот, когда, значит, зашел, он говорит, кто тебе разрешил? А что, на лбу, что ли, написано, что нельзя сюда зайти? Я, наоборот, начал, как самая лучшая оборона – это атака. Самая лучшая защита – это атака. Неграмотный, что ли? Потом там видно посторонним запрещено хоть это. Из-за вашей преступной халатности я оказался здесь, я ошибся. Для чего монтирован, говорит, замок? Почему вы не заключили? У кого ключ? И начал на него. А удивляясь, там пассажиры смотрят на него, смотрят на меня. Потом, наконец, он ничего не смог сказать. Дома надо молиться. И дома надо, и здесь везде, покуда бьется сердце человек, тоже обязан молиться. Но сказал, теперь думаю, ну теперь уже это все перейдет туда, там КГБшники будут меня встречать и так далее. А потом проверял, я буду перекидываться таким малограмотным человеком, значит, чтобы они не знали, кто я такой, науки и так далее. Потом проверял, написано в военном билете, написано капитан медицинской службы. Черт побери, капитан медицинской службы, как можно перекидываться малограмотным? Дальше посмотрел паспорт, там тоже маленький печать медакадемии. Это тоже, теперь что? Теперь что думать? Я думаю, давай, я заведующий вивариума. Вивариум – это
значит, сарай, где подэкспортные это морские свинки, собаки, кролики и так далее для науки используемые. Я, мол, заведующий этого уярма за кормой, говорит, послали тогда в Москву, так я ему скажу. Только не хотел сказать, что я медик, я ученый, я и так далее, этого не хотел сказать. Кандидатскую для чего защищать? Кандидатскую делал и так далее, не хотел сказать. Но наконец, думаю, на всякий случай 50 рублей положил в этом самом доступном месте. Ну ладно, извините, что я тоже что позволил себе грубить не тебя и так далее. Давай, мол, за мое здоровье, мол, хотел сказать. Потом ничего не говорит. Спускаюсь, смотрю, никто за рулем не следит. Сел в автобус, тоже никто. Вроде спустился в Куропоткинский это метро, тоже я вижу, что никто вроде нам замыслил. Теперь они изучают меня. Интересно, где он будет ночевать, дальше что он будет делать на войне специально. И таким образом, рано ночью, скажем, 2-3 часа встаю, там идут диссертационный зал, там же надо заниматься наукой. Значит, опять-таки поднимаешь туда под крышу, значит, там, когда совершаю молитву, там какие-то там звуки. Звуки были, я не знаю, от электрических каких-то приборов, что ли, страшные звуки бывали там. Я думал, на войне, там тоже на войне кто-то караулит. Я думал. В общем, у нас есть такое положение паранояльность из-за ситуации. Вот эту паранояльность выработали эти люди у меня. Настолько действовали на меня, потому что я знал, КГБшники везде, всюду, и на занятиях и так далее. Специально были стукачи, которые говорили, что он сказал сегодня, кроме своей науки, что-нибудь другое сказал и так далее. И такие бывали случаи. Один мне даже сказал, предупреждал, никогда, не выходя за рамки своей науки, говорит, ни одно слово не скажи, а только специальные такие люди есть. И я помню, на лекциях тоже, именно в Рамазан месяце, я получаю, передают мне шоколады. А я делаю так сверху вроде бумажку, значит, на стол, что я же знаю, за мной следят кто-то, тот, который направил, что он делает. А потом вроде сюда халат, рукава халата, значит, шоколад, а здесь там делаю, как будто я состою, значит, жую эти шоколады и так далее. Наконец, это как один день, я вроде вначале на это особо не реагировал, потом вдруг появились такое приступообразное возмущение. Зачем меня должен кто-то проверить? Почему я должен позволить кому-то, чтобы меня он духовный мир мой проверял? А потом у нас была тяжелоатлетическая группа, борцы, штангисты, эти самые боксеры и так далее. Приостановил я свою группу. Давайте, подождите. Вот говорю, у памятника Ленина. То, что до сегодняшнего дня вы мне адресовали эти шоколады, за это я говорю вам спасибо. Но сегодня у меня появились очень нехорошие мысли. Не проверяет ли меня мой духовный мир кто-либо? Тот, который собирается мой внутренний мир проверять, я здесь не могу сказать, я то проверяю. Такое слово я сказал, за что человек должен был по Дагестанскому гражданскому суду меня убить. Вот такое слово я произносил там. Я буду, если сегодняшний день хоть один шоколад ко мне в этот месяц поступит, я доберусь до этого человека, откуда исходил, кто тебе дал. Тебе кто дал? Тебе дал. И дойду, и этого человека приглашу вот сюда, памятник Ленина. Если, говорю, эти брюки я не привяжу на шею, я буду. И таким образом, и представьте себе, после этого ни одной шоколады я не получил в Рамазан месяц. В Рамазан месяц. Я думал, всю оставшуюся жизнь уже шоколады не носил. Иначе, конечно. Хорошо. Это Рамазан месяц. Хас Мухаммад Хаджи, в принципе, про кандидатскую вы говорили, о том, что если бы вы 2 слова туда написали, докторская была бы. Все-таки, учитывая вообще масштаб вашей личности, я хочу хотя бы отсюда что-то, такие важные моменты озвучить. Вот ваша жизнь все время была связана с такими великими людьми, то есть с устазами тариката. Вот нахождение рядом с такими людьми, да,
это всегда большая опасность, с одной стороны. С другой стороны, это огромная возможность получить вознаграждение. Вот вы лично как для себя находили вот этот баланс нахождения рядом с такими людьми? Как, вот, что вам помогало? Чего вы опасались? Что вы делали? Я знал, что такое существует, такие люди существуют. Однако время тоже не позволяло. И то, что даже и то совершать, это тоже было до такой степени тяжело. Даже те, которые со мной, мои племянники, которые занимались тоже институте и так далее, я им тоже говорил, мы никому не дадим возможности, чтобы кто-то воочию нас увидел, молящихся и так далее. Но если вдруг это необходимо, из-за этого, значит, чем пропускать, говорю, эту молитву, мы, говорю, у памятника Ленина будем молиться, если на то пойдет. Если условия не позволят, иначе мы так и делаем. И однажды и в Москве у меня тоже было тогда, когда уже там тоже мне нужно было объединить обе молитвы, там уже они московского планетария меня пригласили. А там написано, там планетария, как будто в таком природе я нахожусь, и там вроде звезды, луна, солнце и так далее, и антирелигиозная пропаганда. Выхожу отсюда, потом двое там, которые тоже кандидатские там за наукой занялись, а я как только спускаюсь, я говорю, уже время проходит, уже солнце приближается к закату, говорю, мне молиться. Они между собой говорят, интересно, говорит, после этой лекции тоже, говорит, он уже хочет молиться. Они думают, как будто эта лекция, но моя сама духовная революция совершила меня. Я говорю, ну как, Хасан Мухаммад, говорит, ты как-то сегодня, говорит, эта лекция. Я говорю, оказывается, надо было, говорит, мне еще в 6-7 классе, говорит, увидеть эту лекцию. Я думал, что московская планетария, там очень такие неопровержимые, такие доказательства. Такие, говорит, такие глупенькие, такие вопросы, говорю, там у верующих, такие бабуля, дедуля и так далее, говорю, у них бывают иногда такие суеверные, такие, говорю, представления. Но вот такие штуки. Это наука, что ли, говорю, то, что там говорили. Я говорю, потом меня молиться это. Неужели ты опять молиться будешь? Ты говорят. До того легкомыслие. Я говорю, я буду, если сейчас, значит, я понял, говорю, что вы заказали меня здесь. Сейчас я не пойду там в мавзолей, там двое там караулича. Если на этой Красной площади я не буду молиться, значит, я буду, и бегом пошел, потом они меня по дороге поймали, тот знал, что мой характер. Туда не надо, здесь есть место, да? И они нашли там медику нашли там, который халат играл там в подвале высотных зданий, и там получил возможность оба молитвы совершать. Планетарий. Да, как-то, нет, в другом месте, чуть дальше. Я же уже бегом иду туда, на Красную площадь. А в это время, когда уже я закончил это самое, они уже говорят, эти русские женщины говорят, вот эти люди, верующие люди, очень чистые люди бывают, они не воруют, они не убивают, они не поют, наркоманы не бывают и так далее, антисоциальные проявления у них не будет и так далее. Все время они хвалят верующих, а я уже продолжаю свою молитву, заканчиваю. И после того, как получил удовлетворение, я отсюда взял, но мелкие были там, положил. А теперь тот меня ругает. Почему ты проявляешь купеческие замашки? На войне столько денег, зачем? Неужели не хватало там 20-30 копеек и так далее? От радости, говорю, я не чувствовал, что я кладу туда. Хасан Мухаммад Ажим, к какому устазу вы впервые попали? И когда? Я сначала Абдул-Хамид Афенди, у него сделал тарикат, шазинский тарикат. Потом как-то я слышал, что Рисак Удия Хусейн Мухаммад, он вроде изо дня в день слабым вроде становится, приближается, значит, вроде так мысленно уже конец и так далее. Я у него спрашиваю, нельзя ли один раз хоть увидеть этого человека? И он сказал, можно поехать. Поехал туда, а он потом мне дает рабита, и это зикр салат дает. Истихбар и салат дает. Мне очень это не понравилось, откуда я найду теперь время для этого, я переживал.
очень переживал. И просто я приехал сюда увидеть его, он видит меня, нагрузил и так далее. Я думал, оказывается, это были у меня мысли такие вообще совершенно недалекие мысли. И после этого, значит, с ним связался, а дальше, значит, продолжалось. Человек, я месье Мухаммад, Саад Хаджи Мухаммад, дальше Саид Афанди вот таким образом. Понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот разница между муридами тогда и сейчас какая? Тогда муриды были единичные. Если встреча одного мурида с другим муридом, это было такое праздничное состояние. Это ни один праздник не поднял эмоциональный фон, как это подняло бы встреча, значит, двух муридов тогда. Это было исключительная такая. Притом это тайна. И никогда четко никому не показали. Например, мои члены семьи и супруг, они знали только через 8-10 лет, наверное, знали, что я зашел. И Алиса Таджуддин, вот хороший алим был, он мне четкий дал, красивый четкий дал. А когда меня застали, там супруг и так далее, вот, говорю, вот это такие красивые, четкие, говорю, мне Таджуддин подарил. Он мне сказал, если, говорю, ты салават не будешь произносить, я, говорю, отберу у тебя это четкий, говорю. Поэтому я по велению этого Таджуддина, мол, кое-что делал. И когда они застали меня на месте, а так даже они тоже не знали. Но сейчас мне супруга говорит, что я, говорю, все равно, говорю, знала, говорю, что ты скрываешь от меня и так далее. Но это было так опасно. Но брату им говорил, вот вы, говорит, так свободно живете и так далее, за вами никакой слежки тоже нету. Я бы на вашем месте все-таки поехал бы, вступил в тарикат. Мне, говорит, это сложно, потому что, говорит, у меня такая непредвиденная обстановка, говорит, я попадаю и так далее. Но я очень переживал, что они, но потом они тоже пошли. Но опять тоже они думали, что я не в тарикате, но я много, 7-8 лет раньше, чем они были в тарикате. Но ни дети, ни супруга, ни другие, никто абсолютно не знал. Как вы себя ощущаете рядом с устазом? Вот вы. Валла, я свои недостатки, личностные недостатки, это только ощущаю около них. Когда у Мухаммада Арифа рядом с ними, значит, никакого переживания, что бы там дома не было, что бы на работе не было, чего бы не хватало и так далее, на кого бы возмущенный был и так далее. Как только к нему приближался, я как будто, я не знаю, в раю, говорит, вроде так бывает и так далее, еще лучше, как человек может чувствовать, чем чувствовать, значит, около устаза. И вот, значит, с ним, значит, у него сижу рядом, значит, в таком блаженстве нахожусь. А потом выхожу от него, провожает меня, выхожу, а потом по мере отдаления от этого стороны, по мере значит, удлинения расстояния от его устадали, там появляются такие мысли, такие, значит, проверка, ревизия своей личности, все, что там произошло с детского возраста, отрицательные погоны и так далее. Все это буквально как будто калейдоскопом, вот таким образом идет у меня. То, чего, например, никогда не мог быть дома, сидя дома, найти у себя эти недостатки, я по мере удаления от Мухаммада Арифа, прямо помимо моей воли, вот таким образом ощущал свои недостатки, личностные недостатки. Хасан Мухаммад Хаджи, первый хадж и первый зиярат к пророку, алейхиссалату вассалам. Первый раз, когда вы попали в хадж, и первый зиярат к пророку, алейхиссалату вассалам. Помните? Помню. Как это было? Это было так, вообще, это... Вот вы что ощущали? Особой инициативы даже у меня не было. Сказали, что там должен был, значит, современники решили вопрос, что Хасан Мухаммада, мол, надо послать как врача и так далее, бесплатно. Я не согласился. Потом я поехал в Баку, как удел Саад Хаджи Мухаммад. Саад Хаджи Мухаммад говорит, когда твой дом сам пришел, почему тебе отказаться от этого? Ну ладно, потом согласился, значит, поехал туда. Но тогда мы думали, что дом продатели, там, скажем, поле, землю продатели, что продатели, что это совершат хадж и так далее. А там получилось, что за 6 рублей 20 копеек долларов,
$100 и так далее. Таким образом получилось, что бесплатный хадж, плюс к этому еще так дешево, значит, доллары. 600 сколько долларов. В общем, с этого года, я помню, мы без денег, наш хозяйство не остался. И я говорю, Саид Афанди, я говорю, второй год говорю, вот точно, говорю, мы собрались, столько мы хотели терять, говорю, дома хотели продавать, и так далее, хотели землю, хотели продать, и так далее. Посмотрите, говорит, Аллах Та'ala, что нам делал. Нам, говорит, ничего продавать не приходилось. Наоборот, говорит, мы богатыми стали, говорит, от этого хаджа. За то, что это гости этого самого служащего за двумя этими мечетями Фахди, вот тогда, значит, Шариф Харамайни, Каримайни и так далее, значит, он вроде бесплатно на советских этих гостей вот, содержал, и гостиницы, и питание, все это далее, и все у нас осталось в своем кармане. Ну, конечно, ощущение, я хорошо готовился к этому, то, что там будет и так далее. Прежде чем мы перейдем к теме о Саид Мухаммаде, рахимахуллах, мне один человек рассказывал, что он однажды ехал с Саид Мухаммадом или с вами и встретился вот здесь, возле центральной джума мечети. Я, говорит, словами передать не могу. Это были отец, говорит, и сын. Вот этом. Они, говорит, обсуждали вопрос стройки мечети. Но там, говорит, это были уже не отец и сын, а муфтий и человек, который должен был отвечать за строительство. На повышенных тонах, говорит, они говорили, достаточно резко друг к другу. Я, говорит, сидел, смотрел, я, говорит, думал, бабай, они же, в принципе, они же не за дунял говорят, они вообще это... Часто вообще вот такие бахсы у вас бывали? И имеется в виду, когда Саид Мухаммад, вот он именно как муфтий говорил, даже, по-моему, я не хочу сейчас врать, он, по-моему, там сказал, говорит, даже, это я дома, сын, да, здесь, да. Я, говорит, муфтий. Папа говорит, дома, говорит, ты, говорит, мой отец, а здесь, говорит, ты мой посетитель. Но он очень быстро, в нем кипела вот вообще энергия, чтобы ускорить это дело, ускорить. Видимо, вот Аллах так было суждено ему, поэтому он чересчур торопился. А я всегда требовал от него постепенный подход, чтобы сознание сначала развивалось у народа, а после развития сознания же все-таки дело осуществляется. Если несознательно, не объясняя, не понимая, вдруг что-то человек начинает делать, сопротивление много бывает. Поэтому в этом плане его торопливость, мое успокоение, это всегда вызывало такой... Однажды даже помню, он встал и ходит во много... Наверное, с возрастом, наверное, люди спокойно могут рассуждать. Он даже сам произносил эти слова. Наверное, с возрастом у человека появляется возможность, что он спокойно рассуждает. До того он торопился, во всем он торопился. А я этого не мог допускать торопливость. Вы это ему всегда советовали? Даже в тот момент, когда он стал муфтием, и вы узнали, это вы сразу ему сказали, не торопись? Первое, что вы ему сказали, когда узнали, что он стал муфтием? Ну, я ему говорю, что если даже ты, значит, вот сейчас я говорю, насколько важно, говорить, это суннат намазе и так далее. После фарз намаза, говорю, имея, значит, дело, связанное от муфтия, ты должен, говорить, этим посвятить. Потом эти суннаты и так далее, говорю, можно потом восстановить тоже можно. Только посвятить своей жизни, только для этой цели. Не для своего ибадат и так далее, для этой цели. Потому что ибадат для себя, самого себя, значит, одно, а для общества это совсем другое. Хас Мухаммад Хаджи, вот он очень резко критиковал ваххабитов, он был таким, скажем так, напористым человеком. Вы как отец, вы его не остерегали, не боялись за... Аллах не боялся, не боялся, потому что я не знаю, это прав или не прав. Каждый человек по-своему характеризует. Есть по своей природе очень трусливые, позорно живущие люди тоже, по своей трусости. Но я, например, не предпочитаю жить, переживая какое-то дело, которое мог бы мужчина, значит, преодолеть в жизни. Поэтому особенно в этих вопросах я их не предупреждал.
Он даже, я помню, однажды, как он сказал, вот эта голова этих самых ваххабитов, в 2 местах перерезал бы, нашел бы этого человека и так далее. Он так до того говорил, потому что они у меня жили, и мы вообще, они как шпионы оказываются у нас. Я же не говорю, все то, что даже кровь, если у этих людей кровь потеряли, и кровь мы даже не это, до того мы преданные вроде были. Мы не знали же. Оказывается, это было настолько удачно работали люди, что именно у нас жили эта голова. Голова это у нас жили. Потом он стал моих детей Корану обучать. Потом я вижу, это просто по-арабски вроде написано, но совсем не то. Совсем не то. Потом я говорю, нет, так Коран изучать нельзя. Значит, тот потом подходит, это ваххабист подходит, почему ты оторвал, говорит, почему ты не даешь детей? Я говорю, ты же хороший, сильный арабист, ты лучше, говорю, свой арабский язык изучай, а Коран изучать, говорю, мы специально по-другому будем. Таким образом, потому что у того ваххабиста он алхам читать даже нельзя. Иншаллах, не будем вспоминать. Хасан Мухаммад Хаджи, потеря сына – это большой удар для отца. Вот Саид Мухаммад, рахимахуллах, они ушли шахидами. Вот вы, как отец, сейчас, что бы вы сказали? Вы бы хотели, чтобы он до старости дожил и спокойно ушел? Или все-таки... Валлах не хотел. Валлах не хотел, чтобы они жили сейчас. Не то, что они, я сам бы тоже не хотел, чтобы жил сейчас в такой смуте. Я горд и рад тем, что и очень благодарен Аллаху Та'ала, что Аллах Та'ала их забрал вместе. Если один из них, скажем, тот день, единственный первый день, когда Саид Ахмад, рахималлах, сидел с ним рядом, то это уже ему запрещено было рядом сидеть, потому что он прекрасно знал, что это такое будет. Потому что вы, наверное, слышали, что он полностью детально уже рассказал свой сон, рассказал работникам там. Дважды ему снилось вот это свой результат. Да, он рассказал же там всем работникам. Даже Муху, я помню, был удивлен. Неужели так было? Неужели так было? Сон был такого содержания. И он думал, наверное, это игалинский хаджи тоже там раньше, чем его убить. Наверное, ему что ли этот сон. Потом он себя увидел вот в той форме, какой форме здесь это произошло. Машина на 2 части и так далее. Потом Ахмад там, он сам тоже убитый, разбитый и так далее. И так далее. Он себя тоже видит, на себя смотрит, вроде как бы дух смотрит на себя и так далее. Это прекрасно они знали. Хасан Мухаммад Хаджи, сейчас в пятничный день можно увидеть, как человек, я не говорю уже, вот джума сделали, сразу выбегает с мечети. Есть, которые сделали уже обеденный намаз, тоже сделали, тоже торопятся. Я знаю, возможно, вам тяжело будет это. Я понимаю, что может быть тяжело об этом говорить. Нет, ничего тяжелого. Я знаю, что когда вам сказали об этом, что произошло, вы сделали джума, вы сделали обеденный намаз, вы сделали все суннаты, и только после этого вышли. Даже после этого, да, не вышел бы, мне сказали, там люди ждут тебя. Если бы это не сказали бы, у меня кое-что нужно было там внутри делать, но поскольку там люди, значит, люди ждут тебя, и поэтому я вынужден был, конечно, чтобы из-за меня, чтобы люди там долго не стояли. Потом, когда туда пошел, увидел их, что с ними так видно было, и теперь супруги сообщить никто не осмелился. Я говорю, если вы не можете, я сам пойду. И сам поехал в свой дом, и там ей рассказал, что ты, значит, то, что Аллах Та'ала нам дал, значит, Аллах Та'ала забрал, и так далее, это все рассказал. Она начала там, вообще на это реагировать. Я говорю, в этом доме такая реакция на кадар Аллаха Та'ала неприемлема. Если ты можешь терпеть, терпеливо относись. Если не можешь, давай сейчас, говорю, у нас хасиот, там дочери, поезжай туда, только в этом доме это быть нельзя. И потом она тоже спокойно успокоилась. Потом Бортиха, это Кудьян, тоже приехал, 18 дней он тоже у нас переночевал. Но таким образом, видимо, он очень сильно влиял на супругу. Она даже стала
такой, который делает савру другим. Не только жизнь, даже смерть моих сыновей в пользу ислама пошла. В пользу ислама. Потому что, в конце концов, истинно верующие мусульмане поняли, что значит жизнь, как значит уйти из жизни и так далее. Поэтому, чем 100 лет такими подлецами здесь жить, лучше один день как мужчина, значит, жить, и потом как мужчина, значит, как сами мужчины. А кому это нужно было, это я тоже сказал. Чем такая жизнь, как... В общем, кое-что не могу здесь даже произносить, это сказал там, где нужно сказать. Понятно. Хасан Мухаммад Хаджи, и последний вопрос, который я хочу задать. Что бы вы сказали тем людям, которые сегодня становятся сабабами, причинами убийств людей, будь то муфтий или простой человек? Сколько людей мы потеряли? С чем бы вы обратились, я не знаю, к этим молодым людям, старым? Что бы вы им пожелали, в конце концов? Вы, наверное, диких животных знаете, наверное, хищников. Знаете, да? У них сознания нету, у них только сильные, значит, добыча пищи и так далее. Таким образом, у этих людей тоже абсолютно, они же прекрасно знают, что наступит судный день, что им отвечат и так далее. А убийство одного человека, это мусульмане, это как убийство всего умма, исламского умма. Поэтому эти люди мало чем отличаются. Это просто владеющие языком ходящие животные получается. Это человеческого у них нету. Вот в сознании мы говорим о человеке, там, психологии, ощущение, восприятие, представление, память, внимание, мышление, логика, эмоциональные особенности, волевые качества. Наконец, что? Сознание и интеллект. У них сознание и интеллект исчерпан, атрофирован. Они уже ниже животных, ниже хищных, диких животных. Вот. Поэтому у них оставили анализа, синтеза, у них за последствия, у них это лишены, люди лишены. Лишены, потому что не придерживались правильным путем, не придерживались, на правильном истинном пути не держались, поэтому, значит, они сами себя лишили. Если такой человек тавбу сделал бы и пришел бы к вам, сказал бы: прости меня, Хасан Мухаммад Хаджи. Я от него требовал бы так: хорошо, буду простить, только то, чему посвящена была жизнь моих сыновей, если вы посвятите, я, пожалуйста, тебя как своего сына приму, и я в роли твоего отца. Я так сказал бы. Но если значит, они значит, с тавбы подошли бы, потому что Аллах Та'ала тоже, имея, значит, что угодно со своим рабом делать, Аллах Та'ала тоже, когда по-настоящему с таким тавбой подходит человек, Аллах Та'ала тоже может простить. Почему бы нам не простить? Мы кто такие особенно? Мы же иногда то, что хотим, даже не можем делать. Хасан Мухаммад Хаджи, вам огромное спасибо, что пришли. Я понимаю, что тяжелые вопросы последние были, на самом деле, не очень такие. Даже их тяжело задавать было.